Ради Хабиров встретился в Минске с татаро-башкирской диаспорой Беларуси. Глава республики отметил, что во время международных визитов важное место занимает диалог с выходцами из республики. Напомню, руководство региона побывало с деловым визитом в Восточной Европе. Делегация из Башкортостана презентовала экономический потенциал республики и наметила дальнейшие планы на сотрудничество с Белоруссией. Подробности далее. Üç pişmak, bak beliş, kıstığı, bütün emilyaşlarımızla. Bana bu bizim мастерица, она делает вот такие изделия. Национальные башкирские блюда за более чем 2000 километров от Башкортостана. После распада Советского Союза земляки, оказавшиеся вдали от малой родины, начали активно создавать сообщества. Одно из таких объединений в Белоруссии – татаро-башкирское культурное наследие «Чишма». Мы и встречаемся с руководителями и Татарстана, и Башкортостана, мы видим, с каким они, вот, с какой теплотой, с каким, то есть, открытой душой к нам относятся. То есть все наши, то есть, просьбы, которые вот, нужны для работы общественной организации, они, то есть, выполняются. На встрече с земляками глава Башкортостана напомнил, что существует программа по переселению соотечественников. За 3 года домой в Башкортостан вернулись сотни людей. Также речь зашла о развитии сети башкирских историко-культурных центров. Они есть уже в 6 субъектах страны. Будет вестись работа в части их появления и в странах СНГ. И хотя язык тут помнят и даже поют национальные песни, выходцы нашей республики обратились к Радию Хабирову с вопросом содействия в дальнейшем изучении национального языка. Действительно, методик таких вот очень интересных для людей, которые хотят, может быть, начать изучать язык, хотят улучшить свой язык разговорный, довести его до более высокого совершенства. Целая разговорная программа в Ютубе тоже есть. И я сразу говорю, что если у вас такое пожелание будет, мы такие программы вам с удовольствием передадим и организуем. С восточноевропейским государством объединяет и история. Великая Отечественная война – это общие потери и общая победа. Ради Хабиров вместе с представителями делегации республики посетил мемориальный комплекс «Хатынь», где возложил цветы и почтил память погибших в годы войны. Мемориал – дань памяти всем сожженным белорусским деревням. В современных условиях нам обязательно это надо помнить. Я вот сам вроде взрослый человек, который воспитан правильно и понимаю, что такое война, и хорошо знаю историю, но наши дети этого не знают. И вот нам детей надо сюда возить, чтобы они понимали ужасы войны, они понимали, кто это сделал, понимали, как это страшно, вот, и понимали, что это надо помнить. В ходе визита состоялась также презентация инвестиционного и экономического потенциала региона. Беларусь входит в 5 партнеров Башкортостана. За 9 месяцев этого года общий товарооборот составил $280 миллионов. Как отметил Александр Лукашенко, при хорошо поставленной работе цифру можно довести и до $1 миллиарда. Белоруссия готова предложить сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику. Перспективы взаимодействия есть также в части обмена кадрами, например, при строительстве или проектировании объектов. В частности, там новое такое направление для сотрудничества – это строительство, потому что белорусская сторона говорит, что у них есть технологии быстрого, качественного, недорогого строительства малоэтажного жилья. И как раз если в этот сектор дать хорошие дешевые материалы и компетенции, и такие домокомплекты, то, наверное, это бы способствовало еще большему и росту, и просто нашим жителям было бы удобнее. В ходе визита Ради Хабиров посетил несколько крупных объектов, с которыми возможно сотрудничество. В частности, машиностроительное объединение «Амкадор» в части закупки коммунальной техники. Ради Хабиров пригласил руководителей холдинга в Башкортостан для обсуждения деталей дальнейшего взаимодействия. Динара Таймасханова, Ильшат Казакулов, Марат Юнусов, Беларусь, город Минск.